Ведомством ежегодно формируется и направляется в Минстрой России сводный список участников программы, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году. Он формируется в той же хронологической последовательности, в какой граждане, участники программы, были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, то есть в порядке очереди. На 2020 год включено 373 семьи, 1245 человек вынужденных переселенцев. Введение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во втором квартале повлияло на деятельность по распределению субсидий и жилищных сертификатов. Но мероприятия по полной выдаче остатка средств из федерального бюджета, предусмотренных для жилищного обеспечения вынужденных переселенцев, будут завершены до конца третьего квартала 2020 года. Таким образом, в текущем году планируется обустроить более 270 семей, а в 2021 – оставшиеся семьи. По итогам совещания Махмуд Али Калиматов заявил, что очевидной преференцией в организации освоения выделенных средств является качественная работа всех задействованных органов. В то же время он отметил в качестве одной из основных проблем притязания недобросовестных претендентов на жилье в ущерб тех, у кого есть на это законные основания. Руководитель субъекта поручил направить в правоохранительные органы все документы, относительно которых имеются подозрения в подлоге и нарушениях с любой стороны, как со стороны недобросовестно претендующих, так и чиновников, которые выносят решения по поддельным документам. Вопрос в чем? Что кому положено, мы не можем дать? Ну так же нельзя. Ну нельзя. Вот надо понять, что ты вот с одного места взял, ты другое место отдал. Но ты же нарушаешь право другого. Вы эти вещи. Вплоть до того, что пока не выйдем, не начнем обличать их, публично обличать. Есть у вас специалист, вот пусть идет в прессу, садится в камеру и говорит, вот у нас вот такие-то люди, вот сертификат положен таким, все мы отдадим. Все документы, которые под сомнение, материалы собираете, в порядке 144-145, вот, подлог, подделка, 327 возбуждаете и направляете в район, город. Мы не против них, но мы против того, чтобы человек в действительности нуждающийся не мог ее получить, потому что другой, и не один, с десяток их, жульническим путем получают незаслуженно квадратные метры. И вы должны понять, что прозрачность должна быть. Прозрачность, да? Вот прямо говорить. Надо просто людям довести, Михаил Владимирович, надо сказать честно, слушайте, не ждите, никакие фальшивые ваши справки, никакие вы... Они же знаете, что делают? Почему я говорю, это заострить надо? Они идут к каким-то чиновникам, которые говорят, ну, справку там, $200, $100, 500 рублей, все равно ходят вот эти вот бумажки собирают. Надо им дать понять. Бесполезно. Надо каждого запрос. Живешь. Если официальный отказ, чтобы не было там какой-то выписки или справочки. Официальный МВД, чтобы вы их так вот вычистили. Мы должны это делать прозрачно. Мы должны это делать. Тогда не будет вопроса. Надо заключение от юристов. После этого обратитесь в прокуратуру. Еще раз пройдитесь. Все вот эти категории, кто претендует, четкий алгоритм надо. Вот этим нельзя, это надо, это обязаны. Распишите это. В действительности униженные, обманутые люди, они надеются на нас. Но кто вот надеется и в рамках нормативов положено ему, отдайте ему то, что он говорит. Не оставьте ни одну фамилию, которая туда попадет несправедливо, незаконно, но и того, кто положено и не попал. Вот сейчас мы, вот сколько эта эпопея длится, я надеюсь, вот если мы сумеем на заранее вот это все сделать, и по номинацию в следующий год вот остальных, надо этот вопрос закрыть. Закрыть его надо.